Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на ваши отношения. Давайте посмотрим, есть ли будущее у ваших отношений, либо с загаданным вами мужчиной. Подумайте о себе, подумайте о нем и подумайте о ваших взаимоотношениях. Сами от себя задайте вопрос, есть ли будущее для нас двоих, есть ли будущее у наших отношений. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками по закрытому то, что сейчас от нас скрыто, то, о чем вы хотел бы знать. Так, интересненько. Тот, кого вы загадали, вы очень с ним похожи. Итак, мои хорошие, есть ли будущее? Давайте я начну, наверное, с вас. Вас здесь так классно показали. Вы очень эмоциональная, вы очень любящая, умеющая любить и умеющая в отношениях давать. Вы человечек эмоционально наполненный, эмоционально разукрашенный. Вы можете прочувствовать любую эмоцию. И вы очень восприимчивы к проблемам, бедам других людей. Кстати, мне кажется, что вы иногда плачете. Плачете от того, что вам грустно, либо кого-то жалко. И еще вы людей почему-то по себе судите. То есть вы считаете, если я там не могу соврать, я очень честная, я очень открытая, то и люди меня точно такие же окружают. С одной стороны, это похвально, вы очень светлый человечек, а с другой стороны, это опрометчиво, потому что все люди разные. Многие маски носят, многие жестокие, многие злобные, многие эгоистичные, многие вообще любить не умеют, в отличие от вас. И еще, вы очень прекрасны, у вас невероятный шарм, вы можете очаровать любого, особенно если захотите. Прям совсем никто от ваших чар не спрячется и не скроется. Но вы, к сожалению, этим редко пользуетесь. Вы за естественность, вы за простоту, за природу. Также у вас сильный характер, сильная воля. Вы целеустремленный человек. И иногда на пути к своей цели вы прям совсем под ноги не смотрите. Вы способны на невероятные вещи, но не всегда эти вещи оказываются по результату ценными либо полезными. Вы можете с головой уйти в какую-то работу неблагодарную, работу плохо оплачиваемую, либо вообще неоплачиваемую, либо пойти помогать человеку, который в помощи вообще совершенно не нуждается. Это есть у вас. Что касается мужчины. Мужчина, которого вы загадали, очень симпатичный, очень миленький. Этот мужчина нравится женщинам. Этот мужчина любит общаться с женщинами. То есть, возможно, для вас это и не секрет. Да? Он часто с кем-то списывается, либо у него большой круг общения с женщинами. И это не всегда прям коллеги его, просто много знакомых женщин. Вот он любит женское общество, он любит, покрасоваться среди девочек, он любит, когда на него внимание обращают. Ему правда прям нравится это общение, и он себе в нем не отказывает. Даже если вы его просите не делать этого, он все равно это делает. Еще любит ваш парень зависать в соцсетях, либо он любит какие-то картинки просматривать, может быть, даже и видео со всякой запрещеночкой. То есть у него такое хобби, такое увлечение. Прям привык, наверное, и никак не может от этого отказаться. Так, мужчина. Мужчина, если честно, серьезно не настроен. Он сам по себе весь такой легкий, воздушный. Знаете, как эта птичка, с ветки на ветку прыгает и щебечет свое удовольствие. Сейчас у него в поле интереса две задачи. Первая — это заработать денег как можно больше. И второе — эти деньги прогулять, как-то весело провести время.
То есть развлечения, общение, опять же таки, выпивка. Кстати, он еще немножко даже азартный у вас человек. Вот это его интересует, на это он настроен. На семью, на совместное проживание. Нет, смотрите, на семью точно нет, а вот на совместное проживание, возможно, да. Ему хочется, чтобы о нем заботились. Ему хочется, чтобы у него всегда была там свежая, вкусная еда. Чтобы он был весь начищенный, отглаженный, настиранный. Вот да, ему хочется, чтобы о нем заботились. Но самому о ком-то заботиться, то ли он не готов, то ли он, как не пробовал, да, может он и не знает, может ему понравится, просто он не пробовал ни о ком заботиться. Вы друг другу испытываете сильные чувства, но ваши чувства, они серьезные, с далеко идущими намерениями, да, то есть вы хотите с этим человеком создать семью, создать пару, потом создать семью, завести детей, да, вместе жить, там, работать, поднимать детей, там, путешествовать, развиваться. А вот у него таких желаний нет. У него одно желание – получить деньги и успешно эти деньги прогулять, да, вот, на праздник потратить. О чем-то серьезном, не думается ему. И вообще мысли о серьезном, о семье, о браке на него какую-то грусть, тоску навевают, понимаете? Почему-то он этого страшится, от этого отворачивается. Хотя в лицо вам может говорить, что да, я хочу, я мечтаю, но там, денег не хватает, либо там, время неподходящее. На самом деле он привирает в этом плане. Мне почему-то кажется, что у него какой-то неудачный опыт семейной жизни. Не его личный, а, допустим, там, родители его плохо жили. Либо они могли жить хорошо, но, например, доминировала мама, а папа там был несчастный, да, где-то там на вторых ролях постоянно был. И вот он насмотрелся на эту картинку и такой: я не хочу, да, я не хочу, чтобы мной там управляли, я не хочу, чтобы мне там подзатыльники отпускали. Вот как страх, да, страх попасть в такую ситуацию. Опять же, почему-то кажется, что нет опыта нормальной, полноценной семейной жизни, когда люди живут в свое удовольствие, друг другу помогают, друг друга любят, друг о друге заботятся. Вообще, мне кажется, что он не умеет заботиться. Прям совсем, от слова никогда. Никогда он ни о ком не заботился, и, возможно, о нем никто никогда нормально, полноценно не заботился. Вы все ли знаете о его семье, все ли вы знаете о его прошлом? Мне почему-то кажется, что его именно испортили в детстве. Да, самые такие негативные впечатления о семейности, о семейной жизни, о семье, о браке, о паре, они именно из детства у него идут. И если вы хотите с этим человеком серьезных отношений, вам, девчонки, придется очень тяжело поработать на то, чтобы ему показать, что такое счастливая семья, как это, когда люди любят, заботятся, доверяют, как это прекрасно, да, быть вместе, не одному, а быть вместе. Здесь нужно будет и показывать, и объяснять, и разъяснять. И тут большой труд, тяжелая задача вас ждет. Стоит ли вам тратить на это время? Если честно, не стоит, но я думаю, что вы не прислушаетесь. Я вижу, что вы влюблены в этого мужчину и видите свое будущее с ним. При вашей целеустремленности, при вашем волевом характере, я думаю, что вы можете этого добиться. Вопрос в цене. Да? Тут цена – это время, потраченное на то, чтобы этого мужчину к венцу подвести. Либо ваши переживания, сердечные муки, когда он, вы будете видеть, что он там саботирует, что он с другими женщинами общается, что он живет такой фривольной жизнью. Сейчас я еще хочу один момент посмотреть на картах. Просто вижу, что вы любите, и вижу, что вы так просто не сдадитесь. Да, когда вы любите, вы слышите только свое сердце. С одной стороны, это правильно, а с другой стороны, это ведь путь и к ошибкам. Да, проблема этого мужчины в его прошлом, в его тяжелом прошлом, либо безрадостном прошлом. И чтобы вам с ним счастливой стать, вам придется очень тяжелый путь пройти, вычистить это его прошлое, показать ему другую новую жизнь и заставить его отказаться от его страхов, от его прошлого. Но шанс на счастье, он есть. И смотрите, как четко показали, все в ваших руках. Все в ваших руках. Если захотите заморочиться, то вы научите его любить, вы научите его заботиться и привьете ему семейные ценности.
Да, вы сможете, я говорю, вы волевая, вы все сможете, но путь этот тяжелый. Ой, тяжелый, и тут путь борьбы, уговоров, угроз, тянуть его за руку придется, отвадить от него там всех этих девиц, как перевоспитать, да, вам придется его перевоспитать. Это будет очень тяжело, муторно и займет порядочно времени. Даже, знаете, как годы могут на это уйти, годы, не месяца, годы, девочки, к сожалению. Но семья возможна, счастливый брак, он возможен. Спросите себя сами, готовы ли вы потратить время, готовы ли вы бороться, готовы ли вы терпеть. И если вы скажете себе «да», то все пути, все дороги вам открыты. Если вы говорите «нет», зачем мне это все, да, к чему, зачем мне такие муки, еще непонятно, чем все закончится, то тогда вам нужно подождать. Подождать, причем недолго. Здесь речь идет о 3-4 месяцах. И о новой вспышке чувств. Видите этого красивого мужчину с большим чемоданом и с кольцом? Это тот, кто вам идеально подойдет, и тот, с кем у вас все очень быстро и легко может случиться, сложиться, тот, кому вы взаимностью ответите, тот, благодаря которому вы вот этого загаданного забудете. Но здесь в песке показали, что у вас 2 пути, 2 варианта. Либо берете готовенького и мучаетесь с ним, пока не перевоспитаете, либо вы ждете нового мужчину, который сам уже будет инициировать и съехаться, и пожениться, и заботиться о вас будет, и любить вас будет, и всячески вас там, я не знаю, ублажать, обеспечивать. Себя сами спросите, чего хочу, и к тому и идите. Здесь судьба вам, как карт-бланш открывает, да? Вот делай, что хочешь, делай то, что тебе по душе, по сердцу. Так, ну, в принципе, все рассказала. Ну, наверное, про этого будущего надо сказать больше. С этим будущим вы познакомитесь среди людей, да, либо люди вас познакомят. И здесь очень быстрое развитие взаимоотношений. Мужчина быстро подберет к вам ключик, мужчина будет вас добиваться, у него и чемодан, и кольцо в руках. То есть тут буквально все очень в сжатые сроки будет происходить. И вам даже, знаете, как время напомниться не будет. Он вас в себя влюбит. Вы забудете про все на свете. И именно с этим мужчиной можете построить очень действительно счастливые, теплые взаимоотношения. Хотя вот этого товарища вы долго забыть не сможете. Но вот правда, да, вы его уже полюбили и долго не сможете забыть. А вот он, когда вас потеряет, вот тогда он и поймет, кто вы были в его жизни. Сейчас, получается, вы на него смотрите, а в будущем он будет постоянно на вас смотреть, особенно когда вас потеряет. Девчонки, все в ваших руках. Думайте, решайте, выбирайте. Судьба вот предоставила вам 2 пути, 2 дороги. Что вы выберете, то в вашей жизни и будет. Хотите счастья, подождите. Хотите муторный путь к счастью и такой, знаете, призрачный свет в окне, тогда оставайтесь тем, с кем вы сейчас. Но придется, конечно, на себя очень много взять и перевоспитать этого мужчину. Это будет нелегко. Даже какие-то моменты горьковато будет, да? Горький привкус будете ощущать. Но все зависит от вас. Что выберете, то и получите. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.